Приоритет товаров российского производства при произведении госзакупок, контроля рекламы и недобросовестной конкуренции. Об этом и не только специалисты регионального управления Федеральной антимонопольной службы рассказали в рамках публичного обсуждения правоприменительной практики по итогам третьего квартала. Общение с представителями общественности и журналистами прошло в формате продуктивного диалога. Мадина Аздоева присутствовала. Как правильно проводить закупки, при этом на какие моменты стоит обращать особое внимание и как избежать их. Эти и многие другие вопросы, касающиеся антимонопольного законодательства, обсудили в ходе публичных слушаний, которые прошли в региональном УФАС. Если наша республика производила бы эти товары в достаточном потреблении хотя бы для нашей республики, то можно было бы говорить о воздействии. Но так как у нас Российская Федерация, у нас открытый рынок, и Конституция об этом говорит, что свобода торговли и передвижения товара, единство экономического пространства на территории, то вот именно нашему управлению регулировать весь рынок это практически невозможно. У нас нет крупных производителей. Участниками мероприятия стали представители органов исполнительной власти, бизнес-сообщества и общественники. Слушания прошли в формате открытого диалога. Вопросы из зала были разные. От цен на продукты питания до вовлечения ведомств в процесс цифровизации. Рассказали на мероприятии и об основных направлениях деятельности, об итогах за квартал в сфере закупок товаров, работ и услуг. Субъекты, как только повышается маржинальность на внешний рынок, они начинают его там продавать, заключаются долгосрочные контракты на внешний рынок и начинают заключать там контракты. А пока правительство ведет там демпферы, какие-то заградительные там пошлины, то контракты уже заключены, а международные контракты, как мы знаем, это нормы международного права, их необходимо выполнять в 100% объеме. Поэтому на внутренний рынок обычно этого сырья уже недостаточно бывает. И в связи с тем, что спрос меньше, чем предложение, цены на эти продукты растут. Так, в третьем квартале Ингушским УФАС вынесено 69 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Принято 8 решений по делам антимонопольного законодательства. 3 из них находятся на стадии рассмотрения. Мадина Аздоева, Малскигиев, Мадина Марзиева. Вести Ингушетия.